Все вы знаете, понимаете, видите, что буквально там 3 года, 4 года назад вдруг пошла вот эта мода на татуировки. Когда-то татуировки были знаком людей, которые провели некоторое время в местах не столь отдаленных. Это прям вот было печатью, можно сказать, этих людей, да, клеймом. И тут вдруг это стало модным. Я как психолог вижу в этом абсолютно нормально просматриваемую тенденцию, то есть она не нормальна сама по себе, но она закономерно просматривается как в общем-то, сложившаяся история развития личности и психики современной личности от, допустим, там, начиная там, с прошлого века, с середины прошлого века и до сегодняшнего дня. Что происходит с человеком? Человек, с одной стороны, освобождается, раскрепощается, а с другой стороны, зарабатывает массу рефлексий по поводу своего несовершенства, по поводу какого-то одиночества, по поводу какой-то неуместности, нереализованности и так далее. То есть, с одной стороны, все открыто, все возможно, все разрешено, с другой стороны, страх быть не на уровне, страх быть непринятым и так далее. То есть некий внутренний стержень вот этой вседозволенностью, он, с моей точки зрения, разрушается. И таким образом человек прибегает к каким-то дополнительным средствам, так скажем, самовыражения, средствам сделать себя заметным, как-то себя обозначить и так далее. Конечно, причины, почему люди делают татуировки, они разные. Это могут быть совершенно какие-то религиозные причины, но религиозные не в плане, понятно, ислама, православия, христианства, там, иудаизма, например, да, а какие-то религии, которые пришли из глубины веков и где-то остались еще в каких-то племенах, каких-то, может быть, африканских странах, где татуировка что-то значит, идеологически что-то значит, как-то определяет принадлежность этого человека, не знаю, там, как человека верующего, какие-то духи там, и так далее, да, то есть это немножко другое значение. Есть, естественно, причина, как психологическая причина некой компенсации, некой защиты от пережитых травм, как, например, там некоторые девушки, которым разбили сердце, они там что-то себе татуируют, что-то себе выбивают, с одной стороны напоминающее, а с другой стороны она туда посмотрела, не знаю, там, послала этого человека там далеко-далеко, вот, и эта татуировка напоминает ей, что она молодец, что она выжила, что пережила там и так далее. Либо человек пережил просто физически какую-то тяжелую травму и тоже запечатлел вот, в качестве замещения, в качестве компенсации себе там какую-то татуировку. Это может быть абстракция какая-то, и только доверенные лица могут узнать, а что же эта татуировка значит. Это может быть что-то совершенно явное и понятное всем окружающим, опять же, чтобы показать, да, что я через это прошел. Вот. Но в любом случае, с моей точки зрения как психолога, если современный человек, живущий в 21 веке, чувствует необходимость сделать татуировку, это может быть считаться в современных условиях вариантом нормы, но для меня лично, с моей личной точки зрения, это не норма, потому что ну, я как и мусульманка, и как просто человек, который размышляет на эту тему, я считаю, что Всевышний дал нам тело как совершенный инструмент, и он дал его в совершенном, в идеальном, в шедевральном виде, и этот вид, шедевральный вид, это творение, который создал Аллах, Всевышний, мы должны нести в максимально здоровом и идеальном состоянии, потому что это наш главный инструмент для жизни. Мы в нем живем. Причин для татуировок много. Вы видите девушек прекрасных, красавиц. Иногда смотришь на лицо и просто захватывает дух. Ну, до того красивая девушка, и хоп, там все ноги в татуировках или полностью вся рука в татуировке. То есть это не может восприниматься как норма с моей точки зрения. То есть что женщине не нравится, если она смотрит на себя в зеркало и считает, что она станет краше, лучше, выбив себе там какие-то рисунки. Спортсмены выбивают себе, опять же, для того, чтобы казаться мощнее. Но это не норма, согласитесь, ведь человек должен внутренне чувствовать себя красивым, сильным, уверенным и так далее. Соответственно, что-то не так с психологией, что-то не так с внутренним состоянием человека, если ему требуются какие-то внешние атрибуты, что-то кому-то доказать.